президента будет просматривать все субъекты федерации, все их законы. Нет, конечно, такого не может. То есть власть в данной ситуации передается каким-то лицам ближнего круга президента, в администрации президента или еще где-то, которые будут мониторить вот эти все законы субъекта федерации и выборочно, возможно, выборочно для себя, для своих каких-то собственных интересов продавливать свое право в субъектах федерации. Понятно, да? Моя мысль понятна? И до этого вот Ром Румыч говорил, что, но он не акцентировал на моменте, что мутность основания для убирания судьи, она очень такая расплывчатая. То есть там написано каким образом? Там написано, что... Недоверие. Да, недоверие. Вот это вот, то есть президент будет сам решать, доверять или не доверять судье. Как, на каком основании? То есть вот эта мутность основания, она очень такая опасная. И вот в этой связи, если взять, то группа влияния получит еще больше, ну, я не знаю, какой-то... Да, совершенно правильно. Потому что в поправках есть положение, где Конституционный суд России обязан проверить все законы субъекта федерации до подписания главой субъекта федерации. На сегодня это делает Конституционный суд Республики. То есть после внесения этих поправок Конституционный суд Республики, он как бы пятая нога. Да, Валентин. Ну, как мы все знаем, Путин же не вечен, и в этом отношении я вот вижу опасность в том, что, вот, например, он будет в Госсовете сидеть, да, пожизненно. Когда он уйдет, вот, может быть, паранойя власти возникнуть. Вот, какие полномочия будут у Госсовета, какие у президента, какие у правительства, вот, как они это разрулят, но тут есть скользкий момент. Ну, это опасно. Это специальное размытие между ветвями власти, чтобы Путин был верховным арбитром. То есть без него, после принятия этих поправок, невозможно будет существовать государство. То есть каждый ветвь власти будет иметь свои рычаги друг против друга. То есть Госдума, Совет Федерации, Госсовет, правительство. Но никто из них не будет иметь превалирующего большинства, если за них не поручился Путин. Вот для этого все делается. Будет справедливо, эта конструкция впервые приедется. Устанавливается монархия. Можно вот по руководителям субъектов нашей России, да, вот мы всегда опасаемся этого, что придет какой-то другой и начнет тут свои законы устанавливать. Это на самом деле просто боязнь перед федеральным центром, да, что кто-то приедет и будут руководить, там, устанавливать свои правила. Но вот сейчас я вот сидел и думал, да, ну, Николаева не могу обсуждать, потому что он всего-навсего 1,5 года. А вот те три президента, да, вот Республики Саха-Якутия, которые вот долго, нудно, скажем так, руководили нашей республикой, Николаев Михаил Ефимович, Штуров Вячеслав Анатольевич и Борисов Егор Афанасьевич. Просто я могу говорить на официальной цифре, да. При Николаеве, так как я немного вот владею цифрами оленеводства, да, при Николаеве, когда он сдавал пост Штурову, оленеводство докатилось до 112 тысяч по голове. Штуров пришел, был мораторий, никто не спорит, но когда он уходил, 209 тысяч стало. Домашнее оленеводство. Сегодня при Николаеве Борисов сдает на 156 тысяч, то есть 50 тысяч нет оленей. Вот, да?
Поэтому подходить с точки зрения местной, не местной, ну, не знаю, это уже такой вопрос. В отношении, ну, просто мы не верим власти, поэтому хотим видеть на кресле того же района, того же села или региона, хотим видеть своих людей. Да? Это уже просто боязнь наша на самом деле, которую мы не знаем даже, о чем идет речь. В советское время, пожалуйста, с Вилюйска, Усялдан мой, или с Мегана Гангаласского туда, и все нормально руководили, никто, между прочим, вот это последнее время, вот когда 90-е пришли, начали там разделять на группу районов, да, а до этого не было такого, потому что никто не боялся о завтрашнем дне. Рубль стоил рубль, копейка копейка. Потому что вот сегодня вот такие маскировки, которые происходят в изменении Конституции Российской Федерации, да, на самом деле мы с вами понимаем, что та элита, даже не Путин, та элита, которая вот сегодня верховенствует с 93-го года, да, она на самом деле хочет остаться у прекрасной кормушки, которая называется нефть, газ, золото, алмазы уже передали, собственно, частные руки, да. Поэтому пока строй, государственный строй не поменяется, да ты хоть 100 раз меняй эту Конституцию, ничего не изменится. Поверьте моему слову. Спасибо. Так, ну, как бы перед заключительным словом я хочу сказать, что у нас следующая дискуссионная площадка будет посвящена нашему селу, сельскому хозяйству. Поэтому присутствующих, кто не заинтересован, мы вас оповестим по времени и по месту, и мы пригласим специалистов, бывших министров, нынешних глав крестьянских хозяйств и руководителей департаментов действующих и бывших. Будем искать выходы из сложившейся ситуации по селу. Ну и будем говорить о целом народе, который живет у нас в селе и говорит по-якутски и испытывает в кавычках прелести от оптимизации, от сокращений, от закрытий и так далее. Поэтому в следующий раз, когда мы отправим рассылку, предложение, прошу откликнуться. А то, что мы сегодня поговорили, Иван Иванович сейчас как бы закроет тему, предложение по сегодняшнему обсуждению мы обработаем и передадим в документ, ну, через Синопон Толпов. Потом тух и Макаровича захитана у университете Тахтуалах бигей ханы Давид Левитин депутатами это надо смотреть. Так, биги революция так аппетитный так как аппетит, да? Ну главное это не так, много номер. Bu ostol tegaslarni asatdan men ko'rdim. Margatdan, albatta hajara bilan tuga yaxay. Barib blogerlarga, barib suriyo yo'q, ham vaqtlar muhtahsin bo'lib, adnak va qayta faran nimandan Facebook'dan dağını, WhatsApp'dan dağını, Instagram'dan dağını beyazını atın, cama çeyrek kıhtasıp, yani var hurulunlar. O huruluyor kudurlarda, o da yeterli bu günlerge ol cebihigi, onu bihigi hurul batıp tuttuğunu tohpurga oldu. Tutmazda lütfen de bu kadar o senden bu bihigi protokol oldu. Так, ondan o senden kim bir şey fark etti. Ben tutuyorum haberden bir kemanı ben sıkıyorum hatta
Ustun yılı havalanın neler? Men Sergey Vorogapet'in hütten soruyor etti. Men hamay diktik girimden itedi. Tuğa tahkatı gibi bakta diktik gibiler. Tuğa tahkatı eteleydin. Hümpeti sığırar bu. Şu göt sığırar. Onu hadılı devli Konstitusyonda sabranına oran ispitleri. Var mı? Bugün hala avutları değil. Şeylere attı. Onlar da onları onların var nereden onları geldi. Öşedi bahar onları da attı. İki soru var ya tutmaz. Ondan durmalarla bu bilgin tuğ Türk'ün meyre uygular tahtel ödühanada. Onun için orduk bu bugün ben Kuvvet bebek beşide hakkı. Men bu Sergey Vorog Bihari rahat bağlılar. İki sokta. İki kosmической скорости. Ondan durmalarla ondan bilgi bana sahanın giriyen kolonyadan hasta keyfi var. Bu yurtta hastayı bilgi olanlar bu hür öyle bakıyoruz. Yürüne de bakıyoruz. Ondan bilgi değerli sehemden emiye etiyahtahtın. O zaman bilgi bilden turur hüddah ustuk situasyon turur. Ustuk situasyon turur. Bütün bağ bakıyoruz. Bilgi de bu haydak ola bitey bulaştın. Uğam bir bitu kırcıgete bitu diyor. O iti emiye tuğ politikalar bir ülkeden bakıyoruz. Ondan gün bilgin iti bu papraxtana tutarından buradan etem hova. Mehna par bir tane вопрос kötü bu baratın bilgi otun o senden araçtan artık öldü onhulundan ondan kullanılan mehna par bilgi bu ofisleri bugün doğuşta olan ilgindeki farklı modda gihanlıdır. Onun kullanılan içinde sonra bu hazır kırmızı ölüsün tane bilgi bu mantık kapsitleri doğru stolları insan anabıtın ülkesinden yani var atın hocamlar yani hüble yakın ve bitigen sonun doktora ideleri sınavları hepsi bitti. Oton atak bu iddia Ulan tema bit bu konstitusiyalarken bu aras bu konstitusiyaların körülüğün bolan kiram battı bu da gider gider bu tahta onda jeykin aras parta çıktı var. Ondan sonra para bir mahtab bu bugün aynı vakit ile aynı kıtı ondan sonra işte ben yapayım kaç yıldır yaptım.